У поэта соперника нету ни на улице, ни в судьбе. Сотрудники Новомихайловской детской библиотеки познакомили своих юных читателей с творчеством Булата Окуджавы и Юлии Друниной. Эти авторы – яркие представители поэзии военных лет. Их стихи цитировали по всей стране, исполняли под аккомпанемент музыкальных инструментов. На встрече дети читали стихи и говорили о судьбе поэтов. Дарья Туранова расскажет подробнее. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Булат Шалович Окуджава за свою жизнь создал более 200 авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи. Военная тема особенно близка поэту. В апреле 1942 года в возрасте 17 лет Окуджава пошел на фронт добровольцем. Был направлен в 10-й отдельный запасной минометный дивизион, затем на Северо-Кавказский фронт. Был минометчиком и радистом тяжелой артиллерии, был ранен. Но даже в тяжелые времена он не перестает писать свои произведения. На встрече ученики 30-й школы читают стихи поэта. Для многих это первое знакомство с кумиром их родителей, дедушек и бабушек. Матушка, поплачь по сыну, у тебя счастливый сын. Булат Окуджава никогда не писал о том, что какая жестокая война. То есть он писал о своей жизни на войне, так как он сам был поэтом-фронтовиком. И когда я рассказываю или просто читаю это стихотворение, то я всегда прочувствую его чувства и эмоции, которые он хотел передать в своих стихотворениях. Для сотрудников библиотеки донести до ребят то восприятие мира, которое было в роковые и сороковые, главная задача. Мы хотели просто научить детей, подростков наше будущее поколение, к тому, чтобы они воспринимали не просто вот как стихи, а как нечто пережитое человеком, и который высказал вот свое отношение к тем событиям, которые происходили. Особое внимание специалисты уделили и поэтессе Юлии Друниной. Так же, как и Окуджава, она прошла всю войну, отразив свои впечатления и мысли в незабвенных строках. Она писала о войне так, как, я считаю, не мог написать никто другой. Она прямо каждое стихотворение пропитала этой темой. И откуда вдруг берутся силы в час, когда в душе черным-черно? Сотрудник нашей телекомпании, давняя поклонница произведения этой поэтессы. Обойти вниманием мероприятия она не могла. Наталья Садовская, в прошлом участница конкурса чтецов на военную тематику, прочитала ребятам свои любимые стихотворения. Хотелось, наверное, своим примером показать ребятишкам маленьким, что специалисты библиотеки не просто устраивают эти мероприятия, а то, что и взрослые поколения до сих пор читают, до сих пор учат этих стихотворений. Несмотря на то, что праздник Победы уже прошел, о подвигах героев тех лет забывать нельзя. Особенно о тех, кто оставил такое богатое культурное наследие. Дарья Туранова, Алексей Кузьмин, Владимир Плехов, телеканал Орленок ТВ.